94 человека – артистов, вокалистов, актеров балета, музыкантов, гримеров, ответственных за декорации, костюмеров. 3500 километров в пути. Впервые в Чебоксары приехал музыкально-драматический театр имени Марка Брована из Донецка с рок-оперой «Юнона и Авось». Наша фура с декорациями сегодня с утра застряла в снегу. Мы просили местный трактор, который расчищал снег, достать ее. То есть такие были, конечно, нюансы, но мы совсем справились. В рамках программы «Большие гастроли» Минкульта России и при поддержке Росконцерта Донецкий музыкально-драматический театр приехал в Чувашский государственный театр оперы и балета. Это уже 7-й город в их гастрольном списке. Выбрали рок-оперу «Юнона и Авось», потому что это визитная карточка, можно сказать, нашего театра. Да, это достаточно популярная история. Сейчас, как всем нам кажется, она очень созвучна с событиями, которые происходят здесь и сейчас. И сама наша рок-опера построена, конечно же, и на любви Кончиты Рязанова. Простраивается еще любовь Рязанова к России, к родине. И это такой достаточно огромный пласт этого спектакля. Нашумевшая рок-опера «Юнона и Авось», премьера которой состоялась 40 лет назад на сцене Ленкома, до сих пор не теряет своей популярности. В основе либретто поэма Андрея Вознесенского «Авось», посвященная трагической истории любви русского графа Николая Рязанова к молодой испанке Кончите Аргуэлья. «Юнону и Авось» называют самой известной в мире русской рок-оперой. Постановка Донецкого театра имеет свои особенности. Валерий Дербуш исполняет в ней сразу 2 роли – православного священника и офицера. Нести Слово Божье в массы, поэтому в сложном путешествии Рязанова я помогаю ему в пути. Он отличается от всех других постановок, потому что это сугубо, знаете, наше такое донецкое произведение стало. Мы его выпускали в очень сложный период, это был 17-й год, и мы все очень тогда рассчитывали и надеялись на помощь Великой России, и мы хотели присоединения, мы стремились в Россию. Конечно же, спектакль о любви. Но для меня, как для режиссера, была главной задачей показать, потому что любовь Кончиты к Рязанову, она и так там прописана. А то, что Рязанов величайший государственный деятель, мне кажется, очень, к сожалению, позабыт в истории. Мне хотелось бы, чтобы люди окунулись чуть-чуть и посмотрели, кем был этот человек и что он делал. Ну так вот, это прежде всего спектакль о любви к родине, о безумной любви к родине и о стремлении сделать очень хорошие, очень правильные вещи для, в тот момент, Российской империи, но для России и для Родины. С гастролями в Чувашии побывали и другие театры из Донбасса. Культурный мост с новыми территориями страны налажен. Я рад, что действительно к нам приезжают донбасские театры. И первым театром, который у нас на нашей площадке выступил, это Донбасс-опера, оперный театр из Донецка, которые показали 3 балетных спектакля. Это «Малыш и Карлсон» для детей, «Пир Гюнд» и «1001 ночь». И знаете, публика наша с таким восторгом встретила эти постановки. И в первые дни практически все билеты были распроданы. Музыкально-драматический театр Донецка представляет «Юнону и Авось». В первые дни сразу же купили билеты полностью. Из Чебоксар Донецкий музыкально-драматический театр отправился в Москву с финальным выступлением этого гастрольного тура. Потом труппа вернется домой.